туристическая инфраструктура на Северном Кавказе должна быть существенно усовершенствована, чтобы уровень сервиса был friendly for Russian, заявил премьер-министр России. Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что прежде всего нужно обеспечить комфортные условия и высокий уровень сервиса для российских туристов, которые уже сейчас ездят в регионы Северного Кавказа. Современный человек вообще уделяет организации своего отдыха особое внимание и готов в это вкладывать серьезные деньги. Достаточно сказать, что доля индустрии туризма в мировом валовом внутреннем продукте достигает почти 10%. Вот от мирового ВВП 10% это туризм. Не нефть и не газ, а туризм. И это одна из самых прибыльных отраслей экономики. На нее приходится почти каждое 11-е рабочее место. Дополнительные источники экономического роста, новые рабочие места – это как раз то, что очень нужно регионам Северного Кавказа. Чтобы их получить, на Кавказе в принципе есть все необходимое. Здесь исторические памятники соседствуют с уникальной природой. Горы, древние города дают возможность интересно и разнообразно отдохнуть. Ну а если говорить про экологию, минеральные источники, то просто поправить здоровье, причем на протяжении всего года. Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития туризма и санаторно-курортной сферы, что позволяет развивать наиболее перспективные виды туризма – горнолыжный, оздоровительный, культурно-познавательный, рекреационный и другие. На Северном Кавказе можно развивать 3 из 4 самых популярных направлений туризма, а именно горный, бальнеологический и культурно-исторический. На них вместе с пляжным, так сказать, отдыхом приходится 80% мирового туристического потока. И последние годы мы системно занимаемся формированием здесь горнолыжного и медицинского кластеров. Действуют соответствующие ФЦП, разделы государственных программ, созданы институты развития, а именно Корпорация развития Северного Кавказа и курорты Северного Кавказа. Определенные результаты есть. В прошлом году все курорты региона посетили почти 1,5 миллиона туристов. Особенно заметен прогресс в горнолыжном секторе. За 2 года он увеличился вдвое, до 500 000 человек. Однако, по оценкам экспертов, Северный Кавказ способен принимать гораздо больше туристов. До 10 миллионов человек в год. За 2016 год туристский поток по СКФО составил 3,5 миллиона человек, что на 13,4% больше показателя 2015 года. На территории округа расположены 711 коллективных средств размещения, в которых в 2016 году проживало 1 миллион 69 тысяч российских и 55 тысяч иностранных граждан. Ключевой проект в сфере бальнеологического туризма – это медицинский кластер на территории Кавказских минеральных вод. Это действительно уникальный курортный регион. Здесь есть определенная инфраструктура, но, как я уже сказал, она не в лучшем состоянии, точнее она разная. Есть хорошие санатории, есть, конечно, совсем уже старенькие. Нужно подтянуть эту инфраструктуру как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения лечения. Ну и, конечно, я уже говорил о том, что здесь расположено 3500 памятников истории и культуры, уникальных природных комплексов. Нужно обязательно вовлечь их в туристический обиход, чтобы их можно было посещать, ну и получать необходимую информацию об этом. Добавим, что в целях развития горного туризма в рамках государственной программы Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года на территории СКФО создается туристический кластер, включающий всесезонные туристско-рекреационные комплексы Архыз, Эльбрус, Ведучи, Армхы, Цори, Матлас и Каспийский прибрежный. Кроме того, федеральной целевой программой предусмотрено создание в регионе 7 туристско-рекреационных кластеров. Мария Мистоева, Новости 24.